рабочим визитом в Северную Осетию прибыл председатель правительства России Дмитрий Медведев. В первую очередь премьер посетил Владикавказский технологический центр «Баспик», а затем бизнес-инкубатор IT-парк «Алания». Проверив состояние инновационных предприятий, премьер провел совещание, посвященное социально-экономическому развитию Северного Кавказа. Этой же теме была посвящена личная встреча Дмитрия Медведева с главой Северной Осетии Теймуразом Мамсуровым. Руководитель республики обратил внимание на нехватку средств для поддержки социальных программ. Он также рассказал о дефиците мест в дошкольных учреждениях. Мамсуров упомянул и о долгах республиканского бюджета перед коммерческими банками. Премьер-министр обещал выделить средства на возмещение всех коммерческих долгов. Ключевой темой встречи стало развитие на Северном Кавказе промышленности. Вопрос более детально обсудили на расширенном совещании. Дмитрий Медведев отметил, расширение производств – это новые рабочие места. Для Северного Кавказа, как для региона с большим процентом безработицы, это немаловажно. В Осетии исторически было очень сильно военно-промышленный комплекс, и самая главная ценность, почему мы ставим так вопрос, это есть кадры, потому что можно любое построить предприятие, но если нет системы образования, если нет традиций, то это невозможно сделать. Поэтому мы будем опираться на существующие предприятия. Ну и в докладе министерства было сказано, что и Росгидро, и нефтяные предприятия, и Россеть, и ФСК планируют в ближайшее время инвестировать в наши субъекты. В Ордоне прошел пикет против местной власти. Жители требовали отставки главы района Тамерлана Гусова. По словам людей, за последнее время в районе не происходит никаких положительных изменений. На недовольство местных жителей реакции не было, в итоге дело дошло до массового митинга. Народ недоволен платным медобслуживанием, состояние дорог оставляет желать лучшего, кроме того, в районе нет рабочих мест для молодежи. Вопросы вызывает и деятельность местного спиртзавода. Поговорить с жителями вышли мэр Ордона Артур Маргиев и глава администрации района Владислав Марзаев, однако жители требовали появления самого Гусова. Спустя 2 часа он вышел из здания администрации. Глава Ордонского района пообещал наладить все никак не складывающиеся рабочие отношения со своими сотрудниками и решить все зависящие от него вопросы. На требование пикетчиков наладить диалог между властью и народом он ответил согласием. Здесь, если есть какая-то проблема по прозрачности, с этим мы разберемся, решим, чтобы для населения было более прозрачно. Механизмы решения вопросов, может быть, да, в этом моменте есть недоработка, что до населения планы в нужном объеме, может, не доводятся. Сейчас этот момент мы устраним. Всемирно известный хор турецкого вновь во Владикавказе. Коллектив проводит гастроли в рамках тура «Тебе, Кавказ». Артисты хотят донести до зрителя волну любви, дружбы и истинных ценностей. По их словам, именно на Кавказе люди особенно ценят великую силу искусства. Вместе с хором в тур отправилась и финалистка детского проекта «Голос» 12-летняя Рагда Ханьева. Здесь люди предрасположены к более таким простым понятиям. Здесь ценят добро, понимают, что такое, в чем отличие между пушечными выстрелами и звуки музыки. Знаете, это очень большое отличие. И люди счастливы, что здесь можно услышать музыку, услышать нормальные голоса, живые, без фонограммы. Самое сложное в моем проекте – держать вместе столько талантливых людей. Фестиваль «В гостях у Ларисы Гергиевой» продолжает удивлять жителей города. На этот раз на сцене воспитанники Академии русского балета имени Вагановой. Перед владикавказским зрителем выступили танцоры разных поколений. Это и выпускники, и студенты Академии. Они представили классический репертуар. С каждым годом интерес горожан к балетному искусству растет. Владикавказ в рамках фестиваля уже посетили сильнейшие танцоры страны. С повторным визитом в Северной Осетии побывал Николай Тискоридзе. Как сообщила Лариса Гергиева, в планах собрать детскую студию танца, которая будет проходить обучение в Вагановской академии. Сегодня мы привезли Академию русского балета. Это самое старинное и древнейшее учебное заведение вообще в нашей стране. Оно старше, чем Владикавказ, чтобы вы поняли, да? И когда еще Академия русского балета, но часто выступает за границей, но на Кавказ не приезжала. Так что вот мы впервые начали свое такое вот освоение родных территорий с Владикавказа.